В эфире информационная программа «Итоги дня». С вами Марферина Алексеева. Приветствую. Озвучу основные события уходящего дня. Родителям и супругам, проходящим лечение или реабилитацию участников СВО, хотят дать право на дополнительный неоплачиваемый отпуск с сохранением рабочего места. Подробнее о мере. Сохранить память для потомков. В Якутии продолжается эстафета «Знамя Победы». Где уже побывало знамя и куда движется сейчас? Две ледовые переправы через реку Лену и Алдан открыли в Якутии сегодня. Расскажем, в каких районах и между какими селами. О преимуществах альтернативной энергии в условиях Крайнего Севера. Программа поддержки автовладельцев продолжает работать в Якутии. В Москве наши земляки выбрали якутянина 2024 года. О выборе якутян и деятельности общественной организации. Айсен Николаев оценил работу профсоюзов госучреждений республики. Об итогах пятилетней работы профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания на встрече с главой Якутии Айсеном Николаевым доложил председатель организации Вячеслав Алексеев. Как он отметил, большая работа в республике проведена в рамках Года социального партнерства и Года труда в Российской Федерации. Особое внимание уделено возрождению наставничества, чествованию человека труда, поддержке участников СВО. Айсен Николаев высоко оценил деятельность профсоюзов, поблагодарил за защиту социально-трудовых прав работников. Для профсоюзов нашей республики издание указа о социальном партнерстве в нашей республике стало большим подспорьем. И руководствуясь данным указом, сегодня мы совершенствуем нашу работу. Итак, вот, допустим, профсоюз государственных учреждений общественного обслуживания мы подписали 8 соглашений, 5 с федеральными органами, 3 с нашими республиканскими министерствами и госкомитетами. И на основании этого соглашения сегодня строится вся наша деятельность. Этот год для нас знаменательный тем, что отчетно-выборная кампания. Подводим итоги работы за 5 лет. Родителям и супругам, проходящих лечение или реабилитацию участников СВО, хотят дать право на дополнительный неоплачиваемый отпуск до 35 дней с сохранением рабочего места. Работодатель будет не вправе отказать. Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов одобрил соответствующий межфракционный законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс. С просьбами об изменениях в законодательство неоднократно обращались жены раненых участников СВО. Поправки дадут им возможность не выбирать между заботой о близком человеке и сохранением рабочего места. В связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне текущий год в Якутии объявлен Годом защитника Отечества. Глава региона Айсен Николаев ранее заявил об этом в своем послании к Госсобранию, подчеркнув важность всесторонней поддержки ветеранов войны. В рамках этой инициативы размер единовременных выплат участников ВОВ был удвоен, и на днях ветераны получили по 2 миллиона рублей. 14 января текущего года всем 9 участникам Великой Отечественной войны выплаты перечислены в размере 2 миллиона рублей каждому участнику. Из них 8 проживают семьями в городе Якутске, и 1 участник у нас проживает в Нерюнгринском районе. Кроме того, указом главы республики установлены единовременные выплаты отдельным категориям граждан, в том числе ветеранам тыла, вдовам участникам Великой Отечественной войны, детям войны и другим отдельным категориям в дифференцированном размере. Все выплаты будут произведены в срок до 20 февраля 2025 года. У нас выплаты получат более 13 тысяч человек. Также в честь празднования Великой Победы по указу главы республики учрежден юбилейный знак республики. Их вручат ветеранам на торжественных мероприятиях. Сохранить память для потомков. В Якутии продолжается эстафета «Знамя Победы», посвященная 80-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне. Подробнее об эстафете расскажет Вероника Таюрская. Патриотическая эстафета стартовала в селе Батара 28 декабря 2024 года на родине героя Советского Союза Федора Попова в Мекино-Кангаласском районе.
Тогда Знамя Победы главе района Дмитрию Тихонову вручил Илдархан Айсен Николаев. На церемонии передачи знамени присутствовали главы и жители Наслегов района. Эстафета Знамени Победы побывала во всех населенных пунктах района. Знамя Победы символизирует для нашего народа победу в Великой Отечественной войне. В этом году мы празднуем 80-летие этого события. И мы, жители нашего района, очень рады и горды тем, что мы первые стартуем в этой республиканской эстафете. Завершая эстафету в Мегино-Кангаласском районе, глава Улуса под овацией передал знамя председателю Совета депутатов Амгинского Улуса Владимиру Колосову. За 4 дня эстафета побывала во всех наслегах Улуса и была передана жителям Усмайского района. Знамя Победы встречаем в наших населенных пунктах. Это Эмисы, Алтанцы, Сатагай. Дальше эстафета продолжится в населенных пунктах всего нашего Амгинского улуса. Потом эстафету передадим нашим соседям Усмайскому району. И нам отрадно, что символ победы будет во всех районах нашей республики. Эстафета Знамени Победы включает в себя чествование ветеранов как Великой Отечественной войны, так и ветеранов боевых действий. Кроме того, для трудовых коллективов, а также для детей организуются просветительские лекции. Как отмечают организаторы, патриотическая акция олицетворяет единство и силу народа, тем самым служа напоминанием о необходимости сохранения исторической памяти и уважения к тем, кто завоевал мир и согласие. Цель Знамени Победы – это, конечно же, то, что в патриотическом воспитании нашего подрастающего поколения, в объединении общественных организаций, людей, которые проживают на территории Республики Саха-Якутия, органов власти в теме развития патриотического воспитания. 15 января Знамя Победы прибудет в Алданский район. 16 января эстафету подхватит Нерюнгринский район. Жители Усть-Алданского района смогут увидеть знамя 20 января, а уже 22 января праздничное шествие пройдет по наслегам Чурапчинского района. Завершится патриотическая эстафета Знамя Победы в городе Якутске 8 мая. Вероника Таюрская, Станислав Потапов, Якутск. Землячество Мегино-Кангалакского района и учащиеся школы номер 20 в Якутске возложили цветы барельефу Героя Советскому Союзу Федору Попову. Именно в эту дату, 15 января 1944 года, указом Президиума Верховного Совета СССР Федору Кузьмичу посмертно было присвоено звание Героя СССР. Он в одиночку переплавился через Днепр у деревни Глушец, вступил в рукопашную схватку с фашистами в траншеях, захватил вражеский пулемет, открыл огонь и самолично уничтожил 70 врагов. Благодаря героизму якутского воина удалось удержать занятый плацдарм. О важности почитания подвига предков детям рассказали представители общественности Мегино-Кангаласского района. Кроме того, было анонсировано открытие памятника Федору Попову в Якутске. Это монумент выиграл команда. Они сейчас это готовятся, делает эскиз сделано. Еще сейчас на данный момент это подготовительные работы идут. Памятник будет установлен перекрестка Дзержинского и Федора Попова. Нынче там стоит сквер Федора Кузьмича Попова. В Саха-гимназии для старшеклассников провели учебно-военные сборы инструкторы Центра «Воин». Сборы необходимы для того, чтобы на практике закрепить знания и умения курса ОБЖ. Кроме того, они выступают в качестве подготовки к военной службе. Подробнее в сюжете Даяны Федоровой. Для юношей армейская служба пока еще в далеком будущем. Тем не менее, готовятся к ней они уже сейчас. Основы строевой, тактической и военно-медицинской подготовки освоили более 70 старшеклассников. Для школьников в Саха-гимназии открыт военно-патриотический клуб «Айсберг», где ребята встречаются с героями России, познают историю и участвуют в сборах.
Я вот тут полностью открыл свои лидерские качества и военную дисциплину. Практикуемся, учимся знаниям, как нам выживать в диких лесах. Вот. И еще мы вот организовываем множество встреч. В основном мальчики улучшают и познают опыт еще до армии. Инструкторы Центра «Воин» – специалисты, имеющие боевой опыт. Они поделились своими знаниями о тактике, стратегии и основах безопасности. Инструкторы обучают школьников основам обращения с различными видами техники и вооружения, а также правилам оказания первой помощи. Удивляет то, что да, ребятам это очень интересно. Вот, конечно, от этого очень радостно. Они все впитывают как губки, все понимают. Мы вообще работаем с 2024 года. 15 апреля открылись. Мы охватываем, получается, с 14 до 35 лет. Помимо этого, наш центр еще помогает обучать добровольцев. Эти сборы направлены не только на физическую подготовку, но и на формирование командного духа, ответственности и лидерских качеств. Главная цель, с которой проводят военные сборы у школьников – закрепить на практике знания, полученные на уроках ОБЖ. Юношам дает такие курсы уверенность в себе, и, конечно, они будут готовы ко всему. Ну, в дальнейшем курсы у нас, полевые сборы проходят в кадетский корпус и пятидневные сборы в городе Якутске. Ну, это, думаю, достаточно будет для прохождения начальной военной подготовки. В конце недели ребята завершат обучение и будут сдавать экзамен, по итогам которого участники получат сертификаты федерального уровня, что станет приятным итогом их усилий и достижений. Отметим, сертификаты дают дополнительные 5 баллов для желающих поступить в АГИКИ. Тайна Федорова, Екатерина Мосова, Семен Семенов, Якутск. В Москве наши земляки выбрали якутянина 2024 года. Традиционно награждение проходит в январе во время расширенного заседания Совета общественной организации «Якутское землячество». На встрече обсудили итоги прошлого года и наметили планы на новый. Так, в 2025-м продолжится работа, связанная с патриотическим воспитанием. Будут мероприятия, приуроченные к 80-летию Победы. Намечаются встречи с молодежными движениями. Завершилось заседание церемонии награждения. Выбирают якутянина года члены землячества в Москве. В этот раз победителем стал Афанасий Попов. Он работает в распределительном пункте нужд для бойцов СВО. Сам по себе я офицер запаса, служил в городе Грозном, с 80 по 82 год было это. Ребятам всегда нужна помощь. Там любая мелочь, она всегда нужна. Не всегда вооруженные силы могут доставить то, что нужно. Бывает такое, упускает момент, объемы большие, да, не успевает подвозить, там, схема доставки, транспортировки играет. А тут как бы республика сама изъявила, и нам очень много было имущества вначале поступало, которое мы отправляли, именно волонтерское. 2 ледовые переправы через реки Лену и Алдан открыли в Якутии сегодня. На сегодня в республике открыты 40 ледовых переправ. Сегодня переправы муниципального значения открыли в Алекпинском и Алданском районах. Разрешено движение транспорта весом до 10 тонн. В Алекпинском районе заработала ледовая переправа через реку Лену между селами Кыллах и Дапарай. В Алданском районе через реку Алдан между поселком Нижний Куранах и селом Угаян. Программа поддержки автовладельцев продолжает работать в Якутии. Речь идет о субсидированном переводе авто на газомоторное топливо, в частности метана. О преимуществах альтернативы энергии в условиях Крайнего Севера расскажет Сарглана Неустроева. Метан, в отличие от того же пропана, самый экологичный вид газа. Он практически не оставляет вредного выхлопа. Именно это его качество выделяют как основное при выборе перехода на газомоторное топливо. Однако есть и еще один не менее важный фактор – цена. Сейчас пока на данный момент у меня на зимний период экономия 2 раза. Так как я ездил раньше на дистопливе, поэтому расходов больше было. В день я расходовал где-то 4,5-5 тысяч, а сейчас 2,5 тысячи.
И это учитывая больший расход газа, в отличие от того же бензина. Максим Михайлов – опытный специалист. В системе автобусных перевозок работает аж с 90-х годов. Свою машину знает как никто другой и уверенно заявляет, на метане автобус работает лучше, чем на дизтопливе. Стало тише работать, и приемистость, мощность прибавилась. У меня постоянно спрашивают, уже 2 человека уже заинтересовались, хотят у меня узнать, как он будет зиму работать. И потом уже, надеюсь, они перейдут уже. Кстати, переход на газомоторное топливо обошелся Максиму Михайлову в 30 с лишним тысяч рублей. Фактическая стоимость установки оборудования свыше 300 тысяч. Сэкономить получилось благодаря государственному субсидированию. На легковой автотранспорт идет субсидия от 115 тысяч до 200 тысяч идет. То есть мы, примерно, вот клиент приходит, мы считаем по весу, по типу автомобиля, и мы предлагаем оборудование. То есть есть даже такие моменты, клиенты, которые у нас устанавливают вообще бесплатно. То есть если вот мы посчитали, клиенту оборудование выходит 148 тысяч, а у него подходит по субсидии по 150 тысяч. То есть клиент уже вообще ничего не платит. Сегодня в Якутске есть только 4 метановые заправки, но объемы станций планируют увеличить. Кроме того, специалисты Саханефтегазбыт отмечают, что сегодня они работают на опережение и уже имеют все ресурсы для выезда в районы и установки газового оборудования для сельхозтехники. Однако для этого пока не подготовлена правовая база. Саргалана Неустроева, Георгий Григорьев, Якутск. О самых заметных событиях Нерюнгринского района узнаем в еженедельной подборке новостей от наших коллег. Передаю им слово. В ближайшие несколько минут мы расскажем о самых значимых событиях Нерюнгринского района в наступившем 2025 году. В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Станция Биркакит в Нерюнгринском районе в эти дни отмечает свое 45-летие. Сегодня при тесном сотрудничестве поселковых властей и руководства железнодорожной станции поселок продолжает становиться более комфортным для проживания. Станция Биркакит находится в активной фазе модернизации и готовится к кратному увеличению грузопотока. На это значит, появятся и новые рабочие места для специалистов разного профиля. Миллионы тонн груза перевезено. Но, повторюсь, все еще только впереди. Сейчас станция Биркакит, как и БАМ, переживает свое второе развитие, второе рождение. Мы начали, наконец, реконструкцию, это удлинение путей. Мы готовимся к увеличению массы поездов, к увеличению длинносоставности поездов, что, конечно же, безусловно, складывается в пользу развития экономики всего региона, но и страны в целом. Школьники Нерюнгринского района успешно выступили на республиканском этапе конференции «Шаг в будущее». Десятки проектов из разных областей науки представили 52 школьника района. Практически половина из них, а именно 24 человека, учащиеся информационно-технологического лицея номер 24 города Нерюнгри. Интересы наших ребят разнообразные. У нас были проекты, связанные как с филологией, также с инженерией, с проектированием. У нас были проекты, связанные с улучшением жизни отдельных категорий граждан, ну и с изучением различных наук. Ребят ждала стендовая защита проектов, затем по ее итогам секционная защита. Некоторые лицеисты представляли свои проектные работы на конференции впервые. У меня проект «Умная трость» для людей с потерей зрения. Трость с датчиками, которая воспроизводит звук при виде препятствия. В Нерюнгринском районе размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях увеличен согласно постановлению районной администрации. Теперь в группах с дневным пребыванием детей до 3 лет плата составит 148 рублей в день, с 3 до 8 лет 173 рубля в день. Ежегодно у нас есть приказ Министерства образования Российской Республики Саха-Якутия, где устанавливается средняя плата, которая высчитывается из мониторинга, повышение на продукты питания, повышение на товары потребления, расходная часть, которая идет туалетная бумага, но и другие предметы, необходимые для организации деятельности ребенка в детском учреждении. Есть средняя
сумма, которая устанавливается министерством. И согласно этому приказу мы раз в год повышаем тоже, если это есть приказ появляется, мы обязаны тоже повышение родительской платы повышать и в наших детских учреждениях дошкольных. Дистанционные мошенники продолжают безжалостно опустошать кошельки нерюнгринцев. За 2024 год жертвами преступников стали более 500 жителей района. В этом году уже зарегистрировано 7 заявлений о дистанционном мошенничестве. Общая сумма ущерба составила 930 тысяч рублей. Всегда нужно соблюдать элементарные правила личной финансовой безопасности. Но прежде всего мы рекомендуем не отвечать на звонки с незнакомых номеров, в особенности, которые поступают в последнее время очень часто через мессенджеры. Если вы ответили на такой звонок, то всегда необходимо проверять услышанную информацию. Это самостоятельно перезвонив по номеру той организации, от имени которой вам поступил звонок. Также необходимо проверять все сообщения от родственников, знакомых, руководителей, которые просят занять, допустим, денежные средства. Всегда нужно связываться с данным человеком, чтобы уточнить также информацию. В конце этой недели Нерюнгринский район примет эстафету «Знамя Победы». Это событие посвящено 80-летию Великой Победы и имеет особое значение для увековечивания памяти героического подвига советского народа. Об этом и других событиях мы продолжим рассказывать на канале «Якутия-24». Остается неделя до международного турнира по вольной и женской борьбе «Кубок Ивана Ярыгина». Соревнования пройдут традиционно в Красноярске с 22 по 27 января. Якутская команда выступит в составе 22 мужчин и 5 женщин. Под руководством главного тренера сборной команды Вадима Семенова в Центре спортивной подготовки «Триумф» идет заключительный этап тренировочного процесса. Прошли контрольные схватки. Критерии допуска прошли 11 борцов, но по состоянию здоровья старт пропустят Андрей Медловец, Владимир Баяновский и Алексей Копылов. Женскую команду готовит Ким Колодезников. На ярыгинский ковер сойдутся борцы из 23 стран мира. По итогам соревнований будет сформирована команда сборной России. В основном лидеры у нас 57 килограмм. Это Лев Павлов, 61, вот, например, Виктор Яковлев, Александр Авелов. И на 70 килограмм мы очень планируем, ждем от Константина Капронова, Потапова Айсена, Олега Фомина. И 74 Станислав Семновоев, 92 Нюргун Сергин и тяжелой весовой категории Никита Хабаров. Масштабное мероприятие прошло в Ленске. Муниципальный этап всероссийского чемпионата школьной баскетбольной лиги «Кэт-Баскет». Участники команды со всех школ города. Борьба за право предоставлять район на республиканском уровне шла нешуточная. Целых 3 дня. Кто же все-таки стал первым, узнаем далее. В течение нескольких дней жарко было не только на баскетбольной площадке, но и на тренерских скамейках и зрительских трибунах. Команда девочек с первой школы сразу же выбилась вперед и уверенно держала эту позицию до конца чемпионата. Сегодня наша команда сыграла более-менее, но мы можем лучше. Забили маленько, но так в принципе пойдет. Мы самая сильная команда. Я не знаю, нам нету равных. Команда парней с третьей школы тоже снова обошла соперников с приличным отрывом. Ребята рассказывают, что они не сомневались в своей победе. Мы уже в прошлом году стали чемпионами республиканского этапа Кэт-Баскета. В этом году планируем повторить и улучшить результат. Все школы хорошо работают, но мы работаем дольше уже над нашей командой, поэтому мы стали лучше. Главный судья чемпионата Георгий Рыжов, он же тренер по баскетболу, остался доволен итогами турнира. Отметил, что с каждым годом команды становятся сильнее. Уровень игры растет. Радует, конечно. Радует и меня, и директоров, я думаю, школ. И вообще уровень школьного баскетбола, школьных клубов. Оно возрастает. Это, по-моему, единственный турнир у нас, который именно по школьным клубам образовывается. Больше такого нету. Теперь командам предстоит в начале февраля представлять наш Ленский район на соревнованиях по КС-баскету в Якутске, где соберутся сильнейшие баскетболисты школьной лиги со всей республики. Надо сказать, что ленские команды уже 3-й раз будут представлять район на республиканском турнире. Парни в прошлом году заняли 1-е место, девочки – 2-е. В этом году ребята уверены, станут первыми и получат путевку на чемпионат Дальневосточного региона. Светлана Болеева, Виталий Андреев, Ленск.
Таким увидели уходящий день наши корреспонденты. Ну а мы с вами встретимся завтра.